Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 48 семей репатриантов, вернувшихся на свою историческую родину, получили ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыбского района. Каким категориям граждан в первоочередном порядке предоставляет жилье Министерство по репатриации и какое количество репатриантов все еще остается без собственного жилья? Подробности в репортаже Али Китрапш. Церемония вручения ключей от новых квартир нашим соотечественникам прошла в торжественной обстановке в Министерстве по репатриации. 48 семей репатриантов из Турции, Сирии, Иордании, Карачаево-Черкесии получили ключи от квартир. Новые квартиры между семьями распределила жеребьевка. Эдуард Напиджев приехал в Абхазию с Карачаево-Черкесии 9 лет назад. Работает врачом-психотерапевтом в Республиканской психиатрической больнице. По словам Эдуарда, собственное жилье в Абхазии – его давняя мечта. И, наконец, она сбылась. Проживал одно время у тети, потом начал снимать, женился. Если честно, долго ждал, очень накладно снимать квартиру, так как в Абхазии зарплаты маленькие, увы. Выражаю огромную благодарность всему министерству. Спасибо вам огромное за то, что понимаете, за то, что принимаете, за то, что стоите рядом с нами. Фатимат Кабардаева тоже с Карачаево-Черкесии. По причине болезни ребенка переехала в Абхазию, так как ему подходит местный климат. Она 10 лет стояла в очереди на получение жилья. И сегодня ей вручили ключи от собственной квартиры. Живу здесь на частной квартире, снимаю. Теперь дождалась своей квартиры, слава богу. В Министерстве по репатриации более 500 заявлений от репатриантов на получение жилья. Но комиссия в первоочередном порядке рассмотрела заявления участников и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, многодетных семей, матерей-одиночек и заявления людей, которые стоят на учете уже более 10 лет, подчеркнул в своем выступлении министр по репатриации Беслан Бар. Государство продолжает оплачивать съемные квартиры репатриантам, которые все еще остаются без собственного жилья. Ежемесячная оплата съемных квартир достаточно дорого обходится государству. Поэтому процесс предоставления жилья оправдан и в финансовом отношении, а также способствует созданию благоприятных условий для интеграции репатриантов на своей исторической родине. Мы строим свое абхазское демократическое государство. И строительство этого абхазского демократического государства без участия нашей диаспоры практически невозможно. 1,5 года назад мы приступили к реализации программы. Мы планировали построить 4 дома на 96 семей, то есть на 96 квартир. 50% работ уже, можно сказать, выполнено. Сегодня мы вручали ключи от 2 домов. После того, как репатрианты получили ключи, они отправились осматривать свое новое жилье. 2 новых многоквартирных дома для репатриантов построены в селе Мачара Гулрыбского района по улице Дальская. Здесь же рядом строят еще 2 дома. Во всех квартирах уже завершены внутренние отделочные работы. Осталось поставить окна, двери и санузлы. Новые хозяева с интересом осматривали квартиры и выражали благодарность. Конечно, нравится. Светлые, большие окна, высокие потолки. Квадратная комната – это уже мне плюс для моего сердца и души. Ну, остальное обустроимся вместе. 48 семей, которые получили ключи от новых комфортабельных квартир, смогут заселиться в течение месяца после завершения в них всех ремонтных работ. А остальные семьи, которые стоят на учете, а их также 48, по словам Министерства по репатриации, получат новое жилье в течение текущего года. Аля Китрапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Совместная программа Евросоюза и ПРООН продолжает свою работу по развитию сельских территорий. Основная цель – оказание поддержки селам Абхазии в экономическом и социальном развитии. В проекте принимают участие 3 района – Гагрский, Гудаутский и Ачамчирский. Граждане республики, проживающие в этих районах, будут иметь возможность подать заявление и выдвинуть свой проект на рассмотрение. Кроме того, для того, чтобы помочь местным жителям, желающим заявить о себе, представители ПРООН проводят тренинги. Наша съемочная группа побывала на одном из них.
Грантовая программа Европейского Союза и ПРООН, направленная на развитие сел Абхазии, стартовала еще в 2017 году, в рамках которой в 3 районах республики – Гудаутском, Гагарском и Очимчирском – были созданы инициативные группы, состоящие из местных жителей. Главная цель этих инициативных групп – сформулировать основные приоритеты и нужды села, при этом разработав стратегии развития. Они же и должны были отобрать предложенные проекты. Первая фаза отбора проектов была завершена в мае текущего года. Тогда на суд районных инициативных групп было представлено 94 коммерческих и социальных проектов. Из них были отобраны 27. Сейчас представители ПРООН приступили ко второму этапу программы по развитию сельских территорий. Была выделена сумма, определенная сумма в размере $900 тысяч. Была разделена на 3 района по 300 тысяч. Внутри эта сумма была поделена еще на 2 по 150 тысяч. И вот сейчас у нас осталась вторая часть. Первый конкурс уже прошел. Первый конкурс проходил в феврале, закончился в мае. И сейчас у нас второй конкурс начинается. И здесь тоже сумма в районе $150 тысяч будет разыграна в Гудаутском, в Гагарском и в Очимчирском районах. Первый шаг в организации и создании любого коммерческого проекта – это бизнес-план. Для того, чтобы местные жители знали, как его составить, с чего нужно начинать, сотрудники ПРООН и проводят тренинги. Тренинги уже прошли в Очимчире, сегодня и завтра проходят в Гудауте. Я не хочу называть имя проекта, что будет конкретно, но обещаю, что это будет пользоваться спросом и будет полезно для наших граждан. На тренингах нам рассказывают поэтапно, с чего мы будем начинать, как все будет развиваться. Очень простой бизнес-проект, бизнес-план. А некоторые из тех, кто пришел на тренинг, свои коммерческие проекты уже реализуют. И для большего развития им необходима финансовая помощь. Участвовали в номофоне в ярмарке меда, и там пчелопроизводители выставляли свою продукцию, и я также представляла свою сувенирную продукцию. Сейчас я участвую здесь в данном проекте для того, чтобы продвинуть свой проект и использовать те возможности, которые здесь нам представляет данная организация. То есть очень интересно и полезно будет для сельских территорий. Проекты будут отобраны, исходя из суммарной оценки экспертов и представителей инициативных групп Очимчирского, Гудаутского и Гагарского районов. Затем из проектов, получивших наиболее высокую оценку, будут определены победители. Второй этап программы по развитию села завершится в конце декабря. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Дэвид Авицба, Абхазское телевидение. По приглашению директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова абхазская делегация принимает участие в 10-й международной конференции «Принудительное исполнение. Современное состояние. Векторы развития». Мероприятие проходит в Москве с 31 июля по 3 августа. В составе абхазской делегации министр юстиции Абхазии Марина Пиля и ее заместитель, руководитель службы судебных исполнителей Минюста Республики Абхазия Зураб Барцец. На конференцию собрались представители более 60 государств. Выставка работ художницы Варвары Бубновой, написанных в эмиграции в Японии с 1920 по 1960 годы, пройдет в Доме-музея Марины Цветаевой в Москве с 9 августа по 15 сентября. На выставке будут представлены работы Бубновой японского периода из частной коллекции. Без них в Японии не обходится ни одна публикация о русском авангарде. Пейзажи, портреты, автопортреты, сцены из повседневной жизни, ранние работы проникнуты энергией русского авангарда. Более поздние лаконичны и сдержаны. В период жизни в Сухуми Варвара Бубнова дарила работы другу с единственным условием – эти работы никогда не покинут Россию. Коллекция пережила тяжелые времена войны и чудом сохранилась, оказавшись в нашей стране, говорится на сайте Дома-музея. Прямые поезда начнут ходить из Великого Новгорода в Сухум со 2 августа. Об этом сообщил «Спутник» со ссылкой на генерального директора РУП «Абхазская железная дорога» Алхаса Вартагава. Для организации маршрута к поезду из Санкт-Петербурга будет прицеплен один дополнительный плацкартный вагон. Поезд начинает курсировать со 2 августа и будет ходить через день, сказал Вартагава. Железнодорожный маршрут поезда из Великого Новгорода пройдет через Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Воронеж, Ростов
Ростов-на-Дону, Армавир, Туапсе, Сочи, Адлер и Гагру. Время в пути составит 2,5 суток. В Абхазии простились с народным поэтом, лауреатом Государственной литературной премии имени Дмитрия Гулия, кавалером ордена Ахтзапша второй степени Рушбеем Смыр. Попрощаться с великим поэтом пришли президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Пганба, общественные деятели, друзья и коллеги поэта. В день похорон народного поэта Рушбея Смыр состоялся траурный митинг. В своих выступлениях его коллеги и близкие друзья отмечали значимость Рушбея Хазаратовича в истории своего народа. Человек, который создал свой яркий стиль, со своим очень глубоким самобытным мироощущением. Он был в гуще всех событий, судьбоносных событий. Он выступал на Лыхнаште, он выступал на Мукаште, он ездил часто, встречался с нашей диаспорой турецкой, сирийской. То есть он всю свою жизнь жил этим, дышал этим. Это была и судьба Родины, была его собственной личной судьбой. Услышав известие о кончине Рушбея Смыр, в Союз писателей и Ассоциацию писателей Абхазии стали приходить множество писем соболезнования от коллег и знакомых из России, Турции и других стран мира. От имени правления Союза писателей России, председатель Союза писателей России Николай Иванов, дорогие друзья, секретарь Союза писателей России, вместе с вами, родными и близкими, друзьями, народного поэта Абхазии Рушбея Хазаратовича Смыр склоняет головы в связи с его кончиной. Живое народное слово, сердечная боль за все трагическое, что происходило перед глазами, и при этом умение испытывать искреннюю радость горца за добрые дела во имя родного края, кропотливая работа великого труженика слова. Таким запомнится и нам, писателям России, наш дорогой соратник, собрат, друг и товарищ. Будучи молодым, Рушбей Смыр стоял у истоков национально-освободительного движения республики. Принимал участие в событиях 1977, 1979 и 1989 годов против политики Грузии, направленной на ущемление прав абхазов. Главной темой творчества поэта была судьба родной Абхазии, ее истории и будущего. Рушбей Смыр был автором более 12 поэтических книг. Стихи его регулярно печатались в изданиях Алашара, Аквасухум, Апсныгапш. Многие стихотворения автора были положены на музыку и уже несколько десятилетий неизменно исполняются на абхазской эстраде. Одно из отличительных произведений Рушбея Смыр — поэма «Симра», в которой судьба лирического героя произведения была неразрывно связана с судьбой Родины и народа. Впервые в Абхазском государственном драмтеатре была показана постановка поэмы «Симра», которая проходила с аншлагом. Народный поэт Абхазии, кавалер ордена Ахтзапша второй степени Рушбей Смыр ушел из жизни на 70-м году. Поэт был похоронен на родовом кладбище в селе Аацы Гудаутского района. Рушбей Смыр оставил после себя бесценное литературное наследие. Саид Жарсали, Алексей Баструков, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами туман, днем умеренный дождь, возможно, с грозой. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 24-29 тепла. Температура моря плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.